Продолжаем программу «7 дней». Словом года в 2023 году в русском языке, по мнению экспертов Института Александра Сергеевича Пушкина, стала нейросеть. Слова-претенденты должны были появиться недавно и получить популярность в 2023 году, после чего эксперты выбирали наиболее важные из них. Это понятие относится к искусственному интеллекту, обсуждение перспектив которого также стало одним из ярких событий уходящего года. В том числе и на уровне президента страны, посетившего не так давно конференцию «Путешествие в будущее», где ему представили отечественные разработки российских инженеров в сфере IT. Собственно, как это работает на пользу людей, мы можем видеть у нас в Татарстане. Наиболее наглядно на примере той же системы здравоохранения и лидера этого направления РКБ. Татьяна Тимошенко продолжит. Снимок из Мамадыша. Человек после ДТП, подозрение на перелом ребер. В данном снимке мы видим перелом 7 и 8 ребра, то есть линейные переломы. Экстренный пациент, который после ДТП. А ДТП когда произошло? Вот сегодня, недавно. От пациента до врача-рентгенолога более 200 километров и около 20 минут на постановку диагноза. В радиологический дата-центр и накопитель, и аналитический центр одновременно. Снимки КТ и МРТ исследований поступают со всех уголков республики. В сутки более 400. Работа по интерпретации снимков 24/7. Условия труда, скажем так, очень приближены к идеальным. То есть работа рентгенолога заключается в том, что ты занимаешься интерпретацией изображений, и в этот момент желательно, чтобы тебя не отвлекали, как и любой такой глубокомысленный процесс. Да? Зачастую, находясь в больнице, врачи сталкиваются с тем, что появляется эта многозадачность, она очень сильно отвлекает в основной деятельности. Здесь же у нас и техника вся до передового уровня, да, и комфортные условия для врачей. То есть они, помимо того, что могут спокойно заниматься действительно своим делом, плюс ко всему еще и имеют возможность со своими же коллегами обсудить, обменяться опытом, повысить свою квалификацию. То есть мы и в этом плане тоже им всячески помогаем. Подозрение на онкологию отправили после флюорографии. Есть подозрительный участок возле корня. Вот он. И при РКТ только можно обнаружить вот такой вот подозрительный узелок. Вот прямо в эти минуты и решилась чья-то судьба. Подтвердить диагноз пациенту из отдаленного района, конечно, смогут только в специализированном центре. Но и здесь важно время, не упустить его для конкретного человека. Идея создания такого дата-центра возникла несколько лет назад. Тогда стало понятно. Высокотехнологичное оборудование по диагностике закуплено, есть в республике практически в каждом районе. Но оборудование закупалось на бюджетные средства для обслуживания пациентов по общему медстрахованию. Но подчас использовалось в коммерческих целях или просто стояло. Работать на нем порой было некому. Рентгенологов на местах не хватает и сейчас. Мощности использовались чуть более чем на 60%. Дата-центр связал оборудование поликлиник в одну систему. Аналитический центр, который составляют врачи-рентгенологи высочайшей квалификации в Казани и Набережных Челнах. В сутки работает до 17 специалистов. В чем плюсы? Это экономия и времени врачей в лечебных учреждениях. Это экономия и финансовых ресурсов, и экономия кадрового дефицита, который, как известно, есть в Минздраве. Понятие телемедицина, дистанционной консультации уже давно вошло в практику. Это перинатальный центр РКБ. Тактику ведения наиболее тяжелых случаев наши врачи обсуждают с коллегами из ведущих российских медицинских центров. А здесь, в 7-й поликлинике, врач-терапевт не тратит время на походы по домам, а может провести вторичный прием по видеосвязи с пациентом. Но дата-центр – это намного больше. Идеологом его создания образцы организации дата-центров пришли из международного бизнеса, стали Минздрав и Минцифра республики при поддержке Раисы Татарстана. Сложнейшая инфраструктурная система, бесперебойность высокоскоростного интернета, программное обеспечение, мощнейшие компьютеры, защищенные сервера по хранению информации на территории Казани и скачок в будущее – искусственный интеллект. Помощник незаменимый, ведь эксперт-рентгенолог за смену отрабатывает около 40 случаев, за каждым из которых жизнь. На каждом около 500 позиций снимков. Искусственный интеллект оценили еще во времена ковида, когда поток снимков напоминал океанскую волну. Очень помогал в работе именно по дифференциации патологии легких. И при большом потоке очень многое отсекает нормы.
А уже патологию в любом случае оценивает врач. Сейчас очень много есть разных программ, и мы, в принципе, их применяем. В основном это легкие, это ишемическое поражение головного мозга. Также применяется обширно флюорография и маммография. Учиться и еще раз учиться приходится не только врачам, но и программам. На основе полумиллиарда снимков, которые накопились за более чем 10 лет. И ТАТЦАМИ, архив снимков медицинских изображений, созданный одним из первых в стране, постоянно пополняется в год на 5 миллионов исследований. По стандарту все исследования должны храниться в среднем 5 плюс-минус лет. Почему все храним? Потому что мы эти исследования, всю эту базу планируем использовать в качестве датасета для искусственного интеллекта, для обучения искусственного интеллекта. То есть повышение его квалификации. Да. В процессе анализов искусственный интеллект обучается, соответственно, у него появляются новые, скажем так, знания. И первая оценка – национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта» теперь в Татарстане. Хотел бы на нашей площадке искренне поздравить лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта». А это и молодые ученые, и целые регионы: Татарстан, Башкортостан, Липецкая область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие всех возможностей использования возможностей искусственного интеллекта. Татарстанский дата-центр еще очень молодой, но растущий ускоренными темпами цифровой проект. И цифры по результатам года работы: снижение сроков описания снимка на 40%, снижение в 5 раз сроков ожидания пациентами результатов исследований и в 2 раза увеличение пропускной способности радиологической службы. Я думаю, одно из дальнейших направлений – это создание телемедицинского консультационного центра, который будет закрывать вопросы именно удаленного оказания медицинской помощи жителям Республики Татарстан. Будущее здравоохранения уже наступило, и это один из главных итогов года в цифровизации такой человечной сферы, как медицина. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней.